Во дворе Цуроевых настоящий праздник. Наконец они смогут продолжить стройку, начатую еще в начале этого года, при поддержке родственников и соседей. Вот уже более 15 лет они еле-еле сводят концы с концами в этом маленьком домике. Отец семейства давно умер. Хозяйке дома, Фатиме, одной приходится воспитывать 5 детей. Так, положение мой доход я замало как инвалид у меня. Находясь в такой тяжелой жизненной ситуации, очень трудно вести строительные работы, чтобы хоть как-то улучшить свое жилищное положение. Но мир не без добрых людей, и тем более в этот священный месяц, когда любая помощь, оказанная нуждающимся, будет вознаграждена вдвойне. Сотрудники стройжилнадзора решили не оставаться в стороне и оказать поддержку еще одной семье в нашем регионе. Ну, нам правительство прислало список, что вот эта семья нуждается, что поручение ГАУ, если есть, возможно оказать помощь какую-то, возможно, у вас. И мы решили вот оказать этой семье помощь. Сейчас мы как бы привезли арматуру. После того, как они сделают сетку, мы привезем бетон, зальем им фундамент, выведем их дальше. Еще будете, да, помогать? Да, еще дальше мы будем, пока фундамент завершится полностью. Фундаментную работу мы на себя взяли. Помощь нуждающимся, сострадание и добровольное пожертвование всегда входили в основу ислама. Нет в мире мусульманина, который бы не знал, насколько щедрым и заботливым был пророк Мухаммад, мир ему и благословение от Аллаха, и насколько часто на страницах священного Корана звучит призыв помогать людям. Череда благотворительных акций в рамках флешмоба «Месяц чистых дел» будет продолжаться и далее. До окончания месяца Рамадан еще есть время, и каждый из нас может нести свою лепту добра в этот священный период. Неважно, какая это будет помощь, главное искренне проявить сострадание к тем, кто в этом особенно нуждается. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24.